Всем добрый день. Сегодня в гостях у нас Афанасий Ефимов, Саха, который сейчас в данный момент проживает в Соединенных Штатах. А, Э, Да, Афанасий, привет. Хотела бы, чтобы ты рассказал нашим зрителям, нам свою историю. Каким образом ты оказался, ну, почему ты оказался в США, да? По каким причинам ты уехал? Ну и, в общем, дальше я буду задавать вопросы. Я оказался в Америке после начала войны. Я был против войны, меня преследовали. МВД, ФСБ преследовала. И я как бы уехал сперва в Кыргызстан, думал там остаться. Но Кыргызстан входит в ОДКБ. И я решил, узнал в Ютубе, что Америка дает политическое убежище. И я решил через Мексику поехать в Америку. И уже больше 1,5 лет живу в Калифорнии. Вся семья моя тут, дети, жена, тесть, все тут. Я открыто выступал против войны, против власти. Мне не нравилось то, что власть наша творит. Я открыто везде выступал. Из-за этого меня начали преследовать. Уголовные дела завели. И получается, меня задержали. Федеральная служба безопасности ФСБ. Отвезли меня в здание ФСБ рядом с площадью Орджоникидзе. И меня там пытали. Били. Ну, там некоторые моменты не хочется рассказывать, как-то это тяжело вспоминать. Ну, били хорошо. Я вышел, потом вечером меня отпустили. Подумали, что я простой деревенский парень, куда он едет. Я в течение 3 дней собрался и уехал. Сперва в Нет, Кыргызстан подожди. уехал. Ага, давай, подожди, давай по порядку. Ты выступал, а что значит вот выступал против войны? Что ты конкретно делал? Я друзьям объяснял, знакомым, устно вот при встрече, в Инстаграме, этого, WhatsApp, везде, где это можно. Потом на годовщину начала войны с Украиной, вторжения России, я вышел с плакатом в поселке Хандыга. И там где-то я час простоял, никто внимания не обратил. Потом через месяц, получается, мне позвонили из отдела полиции. Давай, подходи, говорю, сюда. Я тогда уже в Якутске был. А какой это Говорю, был я не могу. месяц? Это март месяц, конец марта. Я с сыном в Якутске был, и, и я никому не говорил то, что я в Якутск уехал, что по такому-то адресу нахожусь. И утром, не помню во сколько, но в квартиру, где я остановился, постучались. Зашли двое неизвестных мне людей, даже не представились, одели наручники, вывели меня. При том, как по лестнице спускались, они меня еще били. Я еще не понимаю, за что меня бьют и задерживают. Ничего не объясняли. Потом на улицу выходим, там еще 3 сотрудника полиции в форме стояли. И они з- сила затолкали меня в машину, и все, мы поехали в здание ФСБ. Подожди, а И то там есть ты меня, просил у них, чтобы они документы предоставили, чтобы они да, представились вообще, и по какой вообще причине они тебя задерживают и да, выволакивают из да, квартиры? И они вот да. просто все это молча, или они как-то это сопровождали чем-то, что-то говорили, спрашивали, говорили? Они угрожали мне.
с такими, как ты, надо вообще без суда и следствия расстреливать. Лес большой, там можно было потеряться, там всякие угрозы были разного рода. То есть, Ну, подожди, когда они физически тебя обстрел. выволакивали, они тебе не говорили, кто они такие? Да. Но Мгм. когда меня уже из подъезда я вышел вместе с ними, с двумя этими, там уже увидел сотрудника полиции в форме. Ну, я уже догадался, все, что я сейчас надолго меня посадят, думал. И допрашивали меня где-то часа 6, наверное, или более. Точно не помню, но утром меня отвезли, и когда меня отпускали, уже темно было. А можно я вот немножко вернусь? Они тебя привезли в здание ФСБ. Это то, Да, которое находится на Дзержинского. да-да-да, рядом с Вот почтой. рядом, да, рядом с площадью, рядом с почтой, да? Вот Да. какой этаж это? Что это был за кабинет? Что там было написано? Ты вообще помнишь, как тебя заводили туда? Ну, я в наручниках, меня заводили, ну, наручники за спиной были, я не сопротивлялся. Зашли в первый этаж, и слева какой-то маленький кабинет был. Ну, там дверь была, туда зашли, кабинет оказался маленький. Там стол стоял, два стула, и все, больше ничего. Там и на дверях вот этого кабинета никакой надписи не было. Вот. Мгм. Вот завели меня, получается, в кабинет, там один из них ушел, второй остался, как потом он там представился, Марков Афанасий Иннокентьевич, якут, такой, плотного телосложения. Он начал допрашивать, кому ты продался, где твои руководители, сколько ты денег получаешь за это все. Я говорю, я денег не получаю, просто это мое мнение, я против войны. Мне не нравится это. Как не нравится там, ты должен поддерживать нашего президента. Я говорю, что президент это что? Что это такое? Это же обычный человек. Сегодня есть, завтра нету, другой придет. Я говорю, это не царь, не император, видишь. Я не должен ему поклоняться. Давай, потом он начал на меня, как говорится, еще больше силы. Там я уже не много времени прошло, некоторые слова уже не помню, как он мне угрожал. Потом пришел второй. Он куда-то, там телефон был стационарный, куда-то позвонил, и пришел второй, но этот не представился. И как в фильмах американских, он начал быть хорошим полицейским, и этот был плохим полицейским. Ну, как обычно. Потом, давай осознавайся, говорит, а этот говорит, да, напиши там у кого-то там, мы тебя отпустим, ничего не будет, даже административки не будет. Я говорю, я так и не признался, и говорю, это мое мнение, я так считаю. А вы почему вот, я против того, что из Якутии вот малые народы отправляют на войну, а вы почему поддерживаете эту войну и почему вот тут находитесь? Возьмите автоматы и идите вперед, говорю, покажите себя. Пускай все депутаты Единой России, пускай пойдут на войну, я тогда тоже пойду, говорю, посмотреть на них, как они воюют. И там слово за слово они меня пинали, наручниками к батарее прицепили, избивали. Потом, когда отпускали, даже мне этот протокол допроса не дали, просто тупо выгнали. Ну, как обычно у них. Что они там написали, что накалякали, я даже не знаю. Мне То есть не дали прочитать. получается, ага, то есть получается, тебе основания, по которым тебя задержали, предъявили, да? Да, И что это потому было что за основание? основание фейки. Да, по этой Ну, я статье. статью, цифру не помню, какая именно статья, но я помню, Ага, да-да-да. говорили фейки об армии. Мгм. Вот. И они в это время еще писали протокол допроса. Да. А ты А его потом этот, подписывал? да, подписывал, чтобы меня отпустили. Мгм.
А там то, что они написали, они мне не дали почитать. Мгм. Потом сказали, отпустили и сказали, что послезавтра я, чтобы пришел в здание ФСБ в поселке Хандыга. Я сказал, да, хорошо, я приду. И на третий день я улетел с Мгм. сыном. Слушай, а до этого вот, до этого момента были какие-то угрозы в социальных сетях? Или вот кто-то, может быть, из твоих знакомых тебя предупреждал, чтобы ты там особо не высказывался, что тебя могут задержать. Вообще, как ты думаешь, кто тебя ФСБшникам сдал? Ну, таких доброжелателей я не знаю, кто именно. Но в Хандыге, вот после начала мобилизации, я же тут открыто против говорил, и ко мне тоже сотрудники полиции просто приходили, угрожали, но не задерживали. Я тогда в своем гараже находился, машину делал. Двое зашли, начали угрожать. Ну, уже разговор пошел на повышенных тонах. Я знаю, что вот эти два пацана работают в полиции, и они не местные. Ну, поселок маленьких, кто где работает, все знают. И в это время тесть зашел, и они быстренько ушли. Ну, свидетели не нужны, походу, или что. Это было осенью после мобилизации, а задержали меня в 23-м году весной, в марте. И в марте, в конце марта я уехал. Ну, то есть, можно сказать, что любой человек мог тебя вообще сдать, да, сказать, что ты вот выступаешь, обратить внимание, вот есть такой Афанасий, да, Ефимов, Да, который, да, дискредитирует нашу армию. да. Ну, Потому да, что это понятно. меня в Хандрге многие знают. Я машины ремонтировал хорошо, притом. Многие ко мне обращались. Сварочные работы делал, грузоперевозками занимался. Очень многие меня знают. Но кто именно меня сдал, я не знаю. Хорошо. К семье к твоей приходили или нет? Ну, вот ты говоришь, что тесть был, да? Да. Присутствовал при одном вашем разговоре. А к жене, может быть, там, к родителям? Э, После моего отъезда к моей жене на работу приходил этот ФСБшник Марков Афанасий Иннокентьевич и просил, чтобы она меня уговорила обратно приехать. И сказал типа, там уголовки нету, максимум административка будет, может, без даже административки обойдетесь там. Типа, два штрафа выплачивать тяжело семье будет, так что пускай приезжает, ему ничего не будет. Ну, как обычно, врут, везде врут. Если бы я приехал, я бы сейчас, не знаю, в тюрьме сидел бы. А угроз не было? Ну, вот с таким этим приходили, а вот не угрожали семье? А вот Увольнить с работы? тестю угрожали. Мгм. Каким образом? Ну, тоже на автозаправочной станции он заправлялся. Ну, я тогда уже тут был, в Америке. Он стоит, заправляется, и к нему какой-то мужик подходит. Показывает корочку. Такой-то, такой-то представился. Если то вы окажите давление на свою дочку, чтобы дочка оказала давление на меня, на своего мужа, получается, чтобы обратно приехал. Или мы тебя посадим. Ну, получается, и после этого тесть решил уехать. Он думал остаться. После этого тоже вместе с моей женой, своей дочкой, получается, тоже приехали сюда, в Америку. Мгм. А после этого, вот как после того, как вы уже все уехали, писали тебе
В социальных сетях, может быть, там звонили, нет? WhatsApp, может быть, кто-то писал. В WhatsApp нет, а в социальных сетях, в Инстаграме много кто что пишет. Я Мгм, уже привык. мгм, Предатель, там приедешь, мы тебя убьем. Там мгм, много чего. Лжепатриоты. мгм. Слушай, Потом, вот у меня вот такой вопрос. Извини, что я тебя перебью, да, вот возвращаясь к пыткам, да. А, Ты, мы же вообще, в принципе, можем предполагать, да, что пытки ФСБшники вообще людей пытают, да. Ну, сейчас да. ты уже конкретно это знаешь, да. А вот это вот помещение, оно вот как-то было, да, для этого? Как у тебя не было такого впечатления, что это вот помещение, оно как бы, как ты говоришь, маленькое помещение, там никаких надписей не было. А было ли оно стул, да, и там стулья? Не было ли оно вообще предназначено для пыток? Может быть, там, я не знаю, какие-то были... э, э, Ну, там в этом кабинете, так, что сказать, батареи, так, сделано, чтобы, ну, хорошо было вот человека вот руки растянуть и наручниками к батарее. Ага, Вот. интересно. Там два стула было, стол был, телефон вот этот стационарный и Мгм. этот, как светильник, все. И светильник. Все как, Ну, все как, как в кино, короче, да? да, 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 Батареи, светильник и цементные стены, бетонные. да. Понятно. В этом кабинете я так запомнил, очень душно было. Очень-очень душно. Мгм, мгм, мгм. А до этого тебя полиция не задерживала? Ты вообще был в участке, знаешь, что это такое? Я в полиции вот как задержанный ни разу в жизни. То есть ты Я туда полностью заходил, там законопослушный гражданин? да. Я туда заходил, чтобы права оформить в ГАИ, там, машину ну, поставить на учет, и все. У Мгм, меня никаких приводов, ничего у меня не было. мгм. Видишь, как хорошо. А, значит, такой вопрос. А, Сейчас, раньше еще было, в принципе, возможно, да, но сейчас все сложнее, наверное, и уже мало кто едет через Мексику. Ты через Мексику же ехал, да? Да, Да, сейчас мало кто едет, да, через Мексику. Или люди все-таки едут? ну, едут, но их мало уже. Все Мгм. тяжелее и тяжелее становится. А с чем это Законы связано? меняются, слишком много мигрантов. Мгм. И властям, и народу Америки это не нравится. Мгм. Пытаются А как тогда? как-то Мгм. удержать иммиграцию в определенном как бы уровне, на Мгм. определенном уровне. Мгм. Ну, а как тогда ты можешь, какой способ выезда въезда, то есть в Соединенные Штаты ты можешь предложить тем, кто до сих пор еще не уехал, но вот подумывают о том, чтобы все-таки наконец-то уехать. Ну, виза или грин-карта, чтобы как белый человек на самолете прилететь прямо в Америку. Вот через Мексику сейчас очень сложно. Я бы сейчас не повторил бы этот путь. Ну, там так, моменты были опасные. Но все А равно ты, впечатление от Мексики хорошее осталось. Мгм. А ты сидел в иммиграционной тюрьме в Нет, Мексике? нет. Тебе Я, повезло, да? получается, Мгм. ну тогда более-менее лояльные были. Я утром с сыном зашел на границу, часов в 7 утра, по-моему. И после обеда где-то в 3 такая ну, маленького роста злая такая тетка офицер подошла, ну, со злым таким лицом. Говорит, вещи забирайте, пошли за мной. Мы идем такие, ой, куда нас ведут, там, боимся.
И с такой улыбкой «Welcome to America», дверь открывает. И потом смеется еще, ну, прикалывается. Нормально было. Алло, не слышно. Да-да-да, да. Я вот хотела тебя еще спросить, что тебя в первые дни, да, вот в первые моменты, ты вообще понял, что ты заехал в Соединенные Штаты? И что тебя удивило больше всего? Вот, ну и следующий потом вопрос. Ты же уже больше года там, да? Да, я уже больше года, ну, сколько, Да, и 1,5 года, считай. да, насколько вот как происходит процесс адаптации? Мне нравится, детям нравится очень. Сыну говорит, давай обратно, поехали в Якутию. Он говорит, я не поеду, сам езжай. Говорит. Дочка в первый класс пошла, киндергарден, ей 5 лет исполнилось. Ей тоже нравится. Жене нравится, климат хороший. Отношение людей совсем другое. Тут никто тебе не скажет, что ты узкоглазый, понаехал, там чурка или что-нибудь такое. Никто ничего никогда не говорит. Я вот еще полгода я работал на траке по всей Америке, покатался. На разгрузках, на загрузках никто тебе лишнего не скажет. Спрашивают, откуда ты? Говорю, Сибирь, Якутия. Они удивляются, знают, что там холодно и все. И больше они ничего не знают. Удивляются. Народ хороший. Ага. А что удивило-то тебя? Вот когда ты только-только зашел? Только-только когда зашел, мне качество дорог удивило. Реально как в фильмах. Очень хорошие дороги. И сперва вот э, перешли дорогу, получается, и зашли в кафешку покушать. Там на сколько? На $20 покушали, потом перевели на рубли. Мы в соке сидим, 2000 рублей съели. А потом через некоторое время начали ну, уже к доллару привыкать, оказывается, не сильно дорого. Если доллару зарплату получать или что, помощь от государства. Вот. И иммигрантам, кстати, вот тут очень хорошо помогают в первое время для адаптации. Деньгами помогают, есть фудстемпы называется, это на карточку 800, там, $900 дают, и на это ты покупаешь себе еду в магазине, любую еду, какую хочешь. Хочешь сок, хочешь это, мясо, ты сам выбираешь. Если тут в процентном соотношении на еду очень мало денег уходит, чем в России. Ну, меня больше как бы привык уже, сейчас нечем удивляться. Мгм. А, Хорошо. Ну, и тем более ты по дорогам поездил. И ты можешь Да, оценить их качество, да, и сравнить их с якутскими дорогами. да, да, да. В Якутии дорог нет, оказывается. Там одно Да. направление. Я вот за полгода работы на траке, я один раз был, проехался, точнее, по гравийной дороге. Это и то частная территория, получается. Фермеру привез груз. Он сказал, до дома у него, прям до дома, до крыльца лежит асфальт. Я по асфальту туда подъехал, вышел, с хозяином поговорил. Хозяин говорит, еще 1 милю надо проехать до гаража. И вот эта одна миля гравийной дорогой, все. Нету, не было и не встречал гравийной дорог. Нету такого. И меня удивило то, что в одну деревню поехал, тоже груз отвез. Там где-то человек, 1500 человек живет.
Только одна деревня по этой дороге, но и до туда ведет асфальтовая дорога и 3 моста через каньон. Для 1500 человек. Туда доехал, там кинотеатр работает, почта работает, все закусочные работают. Как в городе, только людей мало. А вот у нас что в Якутии? До деревни еле как после дождя доехал, магазинов нету, кинотеатров нету. Ну, короче, страшно. Тут в любой деревне, там, ну, в маленьком городке, такие же условия, как в больших городах. Везде условия одинаковые, зарплаты те же, цены на продукты вообще не меняются. Если да, вот в городе у нас, например, мы раньше в Якутск ездили на оптовую базу, чтобы подешевле купить еду. А тут такого нету. В городе такая же цена, в деревнях такая же цена. Не знаю из-за чего, но так оно и есть. Ну да, опыт жизни за рубежом, он как раз таки, вот эти все проблемы у нас, которые есть в республике, он просто все высвечивает, оголяет, да, и ты как будто издалека видишь лучше, чем когда ты живешь вот в этом, да, ты, ну, для Да. тебя это норма, да, что дорог нет. Ну, окей, ну, мусор строительный валяется, вот после стройки строители не убрали. Я вот когда сейчас смотрю видео, да, я вообще понять не могу, ну, почему у вас мусор строительный валяется, когда стройка уже закончилась? Почему он валяется? Почему его нельзя убрать? Вот. А если бы я жила там, продолжала, да, в Якутске, для меня бы это была норма. Ну, валяется, ну, не Да. убрали, да. А сейчас вот такие вот мелочи замечаешь, и просто очень, очень-очень неприятно и очень обидно за свою И, республику. и меня вот самое-самое-самое в Америке удивило то, что цена на бензин. Сегодня утром проснулся, цена на бензин поднялась. На следующий день проснулся, цена на бензин упала. Потом через 2 дня опять поднялась, опять упала, опять поднялась. Вот так варьируется цена. И еще цены меняются от штата к штату меняются. А вот у нас что? Стабильно поднимается. Цена на бензин поднимается в Якутии, потому что перевозка дорожает. Перевозка дорожает, потому что цена на бензин дорожает. Вообще страшно. А тут нет, тут такого нету. Да, Афанасий, вот я хотела вернуться к теме войны, да, мобилизации. Когда объявили мобилизацию, ну, как ты вообще войну воспринял? Вот ты 24 февраля 2022 года где был и что делал, как ты узнал, что война началась? Я дома был. Утром проснулся. Ну, я тогда еще чем-то очень сильно занят был. Жена сказала, что война началась. Я еще не поверил. Какая еще война? С кем, говорю? На нас кто-то напал, что ли? Нету. Россия напала на Украину. Прям как Гитлер. 4 часа утра, без объявления войны. Я потом где-то неделю вообще не мог понять, как это так. 21 век на дворе, а тут война. Люди ходят, радуются. О, мы всех там на колени поставим. Кто кого на колени поставит? Это же в голове у меня не укладывалось это. Вообще не могу представить, как так можно взять и пойти войной на другое государство. Потом давай, да, мои друзья некоторые, о, давай, надо идти воевать, радостные такие. Я говорю, вы понимаете, что сейчас начнется, говорю, мобилизация начнется. Не, мы там Украину за месяц победим максимум, там радостные такие ходят. Уже несколько лет идет эта война. Сейчас некоторые уже поменялись, некоторые мои друзья уехали.
Вот когда мобилизация началась, у меня несколько друзей сразу уехали. Я остался. Я вообще не собирался из России уезжать, из Якутии. Вот если бы не было бы преследования, я бы до сих пор там остался. Но сейчас не жалею, что сюда переехал. А почему? Как-то А как так. ты оставался? Как ты оставался? Ты же, в принципе, должен был понимать, что ты, поскольку у тебя же, ты же не многодетный отец, ты, ты не многодетный отец, Да, ты не относишься там к категории Г, да, или что там с инвалидностью, да, у тебя нет таких проблем. Тебя могли совершенно спокойно призвать на войну, отправить на войну, воевать. да, Ты могли. не боялся этого? Или у тебя Да, был как какой-то план Б, план С? план Б был в лес уйти. Я вообще не собирался уезжать. Я бы так и остался бы. А то как-то мне даже в ум я почти, вообще не мог представить, что я куда-то уеду в другую И ты страну. бы пошел на войну? А, нет, Нет, ты я бы говоришь, не... ты бы в лес Я... ушел. Ты бы в лес ушел, Да, да? да, Угу. да. А Я есть в все там твоем окружении люди, которые ушли на войну? есть, и многие жалеют об этом. И какова их судьба? Как я знаю, трое из них погибло, и только один в списке погибших был, а двое нет. Может, они в плену, я не знаю. Пока, как говорится, не буду распространяться, кто такие. Может, они реально в плену сидят. Тоже не хочется там. То есть они без вести пропавшие? Да. Понятно. И один парень тоже скрывался, ну, его призвали, он скрывался долгое время, но не мог, из-за этого не мог устроиться на нормальную работу. Он везде там, ну, на подработках всегда прятался. И не знаю, что к нему, кто ему подсказал, он пошел контракт подписал. Что с ним сейчас, где он, я не знаю. А ты не в курсе, ты не знаешь, вот родственники погибших знакомых твоих, да, они получили выплаты, да, они там покупали себе квартир, машин. Не, вот Ну, то есть ты в курсе, да, об одному, их судьбе? одному точно знаю, который погиб. Но его жена и дети ничего не получили. До сих пор добиваются. Не знаю, добьются, не добьются. Но навряд ли. Очень сильно сомневаюсь в этом, что они Почему чего-то ничего не добьются. получили? А почему ничего не получили? Ты не в Я курсе? не в курсе. Ты не знаешь, да? Мгм. Да. А как ты относишься к тому, что вообще СХА идут на войну? Как ты относишься к мобилизованным и как ты относишься к контрактникам? Как я, конечно, отрицательно отношусь к тому, что пацаны наши, саха, и вот коренные малый народ тоже идут на войну. Я отрицательно отношусь. Вот причем тут наши узкоглазые, как говорится, да? Мы все узкоглазые, да? И русский мир. Где что? И вот к мобилизованным и контрактникам, ну, мобилизованные по незнанию основная масса была. А государство попросило, нам надо ехать. Ну, и перед началом войны меня вот удивило то, что очень много патриотических фильмов начало выходить. Я думаю, что так много фильмов снимают про патриотизм? Вот.
А вот контрактники, они сами выбрали. Я против них. Они знали, куда идут, за что им будут деньги платить. Ну, я считаю их убийцами. Но если они официально вот на весь народ через YouTube, где, ну, через социальные сети, да, попросят прощения, там, одумались мы такие, да, это, ну, было по дурости. Да, их можно простить. А те бывают люди, которые, нет, я прав и все. Хоть ты трезвый, как вот этот Аил Джолуха. Вот таких, таким прощения нет. Где Украина, где якутский народ? Где мы, где тут мы, как говорится, братья, чтобы русский мир туда нести? Это идиотизм. Якутия должна отделиться от Москвы. И все вот эти национальные республики тоже должны отделиться. Никакой федерализации, там только отделение. Я вот за это. Федерализация, это потом через 20 лет опять такая же картинка нарисуется, как Да, сейчас. я тоже считаю так, что с этой страной ничего не сделаешь, пока она находится вот в таких границах, да, пока вот там все Да, республики есть, она так и будет воевать. Она всегда будет агрессивной, потому что это империя. я... Сколько там процентов говорят? Миллион, тысяча, 100 000 миллионов, как дети говорят. Поддерживаю. Я только за отделение. А в чем ты видишь плюсы? И видишь ли ты М, минусы? Минусов я не вижу. А плюсов, как я считаю, очень много будет. Если сделать такой же закон, как в Арабских Эмиратах, каждый якут будет богаче любого араба из Арабских Эмиратов. Потому что у них только нефть есть, а у нас все есть, буквально все. Я так думаю. А А не то пугает поотдаем. тебя что? Мгм. А не пугает А, тебя, что территория очень огромная и мало заселенная? а чем оно должно напугать? Это наоборот хорошо. Он же наш человек, значит, да? Наш человек. Хорошо. Э, Планируешь ли ты вернуться в республику Саха когда-нибудь? Когда-нибудь, да, вернусь. Когда все поменяется. А чтобы все поменялось, я буду делать все, что я смогу, ну, в своей, как говорится, в пределах своих возможностей. Все это буду делать. Да, понятно. Слушай, сейчас вообще этот исход из республики Саха, да? Сколько людей, огромное количество людей уехало. Это Да, первый в истории республики массовый исход, массовый отъезд коренного населения из республики. Самый первый, самый крупный. да, есть такое. А, да, огромное количество уехало, и практически все уехали в Соединенные Штаты Америки. Так же получается, да? Очень мало людей, там буквально там единицы уехали в Европу, да, в те страны, которые их приняла, и в основном уехали вот в Казахстан, это азиатский регион. А вся остальная масса основная, она уехала в Штаты. Э, В связи с этим у меня вот такой вопрос. Насколько вот вообще диаспора, она там дружна, поддерживает друг друга? Это первый вопрос. И второй вопрос. Уехали не только, скажем так, те люди, которые выступали против войны, конкретно, да, не выступали даже, а были против, да, уехали те люди, которые, пусть они даже вот как бы боялись мобилизации, может быть, да, но тоже это в каком-то роде тоже а, такое, вот знаешь, отрицание войны. Ну, то есть, да, я не хочу в этом участвовать, да. Уехали еще и другие, такие как Аил Дюлурха.
Да, Конкретный да, да. человек, который конкретно помогал этой войне, скажем так, да, он был ее бенефициаром, то есть он получал с этого дивиденды, да. Да. И вот если ты видел наше интервью, вот какое у тебя к нему отношение и как вообще диаспора к нему, якутская, в Соединенных Штатах относится? Ну, диаспора, тут якутская диаспора дружная, бывает там, ну, поругаемся, ну, как обычно принято. Потом приходим мы к одному выводу, друг друга поддерживаем как можем. Конечно, у нас диаспора не такая большая, как у некоторых народов, и по мере возможности стараемся друг друга поддерживать. Вот. Тут очень много, говорят, этих детей депутатов есть, но они с нами не общаются, они скрываются. Сидят молча, нигде не выкладывают, что они тут. Ну, многие знают их, говорят. А вот Аил Джулушка, он в Сиэтле живет. Он в этой группе состоял, есть телеграм-группа, название не буду говорить. Он там сидел молча, выпытывал, как говорится, все, что ему надо. И я узнал, что он тут. И начал возбухать. И он не вытерпел, и начал отвечать. Потом его из этой группы выгнали. Потому что там, по моему мнению, такие люди, как Аил Джулурха, не должны. Они должны там находиться, не должны тут быть. Они деньги за это получали, людей на войну отправляли, а сюда приезжают и все равно остаются такими же, как они были тогда. Обвиняют Америку, Англию, но Россия не виновата. И главное, сюда приехали за помощью. Это как будто я буду соседа обзывать, э, к нему с кулаками лезть, потом к нему же пойду убежище просить. Подсели меня к себе в комнату и защити меня. Как-то в голове тоже не укладывается. Не могу понять таких людей. А вот дети депутатов, да, может быть, дети сами не виноваты, но люди, многие, народ просто нас, которые мы обычные люди, на свои деньги переехали сюда, нас называть всякими плохими словами. А то, что их обожаемые, дети обожаемых депутатов, они тут живут, и про это они ничего не говорят, потому что, не знаю, боятся или что. Тойон Ото, Тойон Ото, всегда так говорят. И типа детям Тойонов можно куда-то в Штаты переехать, в Европу, а простому, обычному деревенским, простому человеку нельзя переезжать в другую страну, а они должны идти воевать, умирать за этих детей Тойонов. Я тоже не могу этой логики понять. Мгм. Самое противное в этой ситуации то, что эти дети депутатов живут за рубежом на деньги, Да. которые их родители зарабатывают на войне. Не то, что они еще при этом воруют. Да, да, и По-черному воруют. воруют, Они, да. у них тут свои квартиры, своя недвижимость. Они не работают, живут припеваючи. А мы Мгм. вот переехали на свои деньги, все продали, остались без ничего. Вся моя жизнь уместилась в 2 чемоданах. Вся жизнь моей семьи уместилась в 2 чемоданах. Мы переехали сюда, у нас $300 оставалось. Он как-то выжили уже 1,5 года, и мы предатели народа. Как-то странно. Вот этой логики я не могу понять. Я с многими своими родственниками уже не разговариваю, потому что я для них предатель. А я говорю, тогда если вы так поддерживаете войну, почему своих детей и внуков не отправляете на войну? А что они должны поехать? А почему я должен поехать на войну?
Почему? С какой это стати? Я не хочу на войну, и я не хочу, чтобы мои дети в таком государстве, где все запрещается, чтобы они там росли. Я взял и переехал, и оказался предателем. Ну, это Какие-то вообще странные. такая, да. Это вообще такая, да, логика. Мы тоже уехали с двумя чемоданами, да, то же самое было у нас. У нас тоже было, нам денег хватило на то, что мы продали свой наш несчастный дом недостроенный, и нам хватило денег на там буквально полгода пожить, здесь снять квартиру, да, и потом уже зарабатывать своим, как бы, да, своим горбом, своим потом и своей кровью. А многие этого не понимают, они, допустим, думают, что уехать могут только те, у кого есть деньги. А я так Да-да-да. полагаю, что уехать могут те, у кого есть желание, да, сильное. Да. А вот по поводу этих депутатов, детей депутатов, это вот, допустим, я знаю, что дочка Николая Барамыгина, да, живет в Соединенных Штатах. Дети Барамыгина тут живут, как депутат, как ее звали, которая задерживала, ну, помогала задерживать на женском осуде. Голомарева, что ли? Голомарева, Елена Голомарева, Красная Шапочка. Да-да-да, яичные говорят, что яичная дочка тут в Калифорнии живет. Но я Мгм, яичный имени не знаю ее дочки. Говорят, она мгм, тут живет. А мать там деньги зарабатывает на этой войне. да. Ну, И, и получается, и ее дочка, и вот эти дети Барамыгина не предатели, а мы предатели. Мгм. Почему? Я вот этих знаю то, что вот этот Аил Джулурха живет в Сиэтле, тоже человек, который с головой своей не дружит. Притом очень сильно не дружит, по-моему. Мгм. Живет припеваючи, от Америки получает бенефиты, это помощь для мигрантов, денежная и продуктовая помощь получается. Живет, ругает, наверное, американскую власть, живет он, не знаю, таких много говорит. В общем-то, пишите в комментариях, да, если вы знаете, кто из детей депутатов, кто из детей государственных чиновников проживает в Соединенных Штатах, я вас прошу, да, уважаемые наши зрители, напишите нам в комментариях, кто конкретно, фамилии, имена, чьи дети. Обратить наше внимание, да, для того, чтобы мы знали и смогли отследить цепочку, да, кто там, кто уехал, кто их родители, чем они зарабатывают, на чем они зарабатывают, да, чтобы потом это вот мы могли придать огласке. Почему почему им кажется, что они имеют право, да, чтобы их дети не отправлялись на эту войну, а вместо них шли обычные вот парни саха, да, из малообеспеченных семей, да, те, кто многодетные отцы, да, и вообще люди-инвалиды, может быть, да. Пусть отправляют их семьи на родину, и пусть они на родине сидят и защищают путинский режим, да, если уж они такие выбрали себе такой путь. Пусть до конца, пусть их семьи тоже этим занимаются. Правда же? Я думаю, что это будет очень справедливо. Да. Скажи, пожалуйста, есть ли возможность, вот твоя жена устроена на работу или она занимается детьми? У тебя есть возможность самому зарабатывать и содержать свою семью в таком случае? В США как с этим? Потому что в Якутске, в республике Саха так невозможно, чтобы один человек работал, а мама сидела с детьми. Жена у меня с детьми сидит. В школу, со школы забирает, кушать готовит, ну, Ну да, домохозяйка. да, ну то есть тебе хватает обеспечивать свою семью. Да, хватает. Ага. А ваш дедушка, то есть твой Дедушка тесть, он работает? нет, не работает. Он учится в бесплатной школе. Ну, языковая школа есть Ага, бесплатная для мигрантов. ага. И от нашего дома недалеко, он каждое утро туда ездит на автобусе бесплатно.
потому что Ага, проезд оплачивается, специально какую-то карточку ему дали. ага, Туда и обратно на автобусе катается. ага. Ну, то есть Вот. он потом планирует пойти на работу, или он уже в возрасте в таком, что он работать не будет? Но он хочет Он хочет, да? куда-нибудь устроиться. Да. Ага. Ну, Ну, это время покажет. замечательно. Ага, это замечательно. Вот. Ну, все, будем заканчивать. Спасибо тебе большое и надеюсь на Спасибо. продолжение нашей беседы. Хорошо? Хорошо.